Из-за политики геноцида, которая началась в 2017 году в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, не было никакой информации о положении деревень в регионе. Корреспондент АФП рассказал о своих впечатлениях от посещенных им деревень Восточного Туркестана. Дома людей, погибших в результате репрессий Китая против турок-мусульман, остаются запертыми в сельской местности. Другие лежат полуразрушенными или заброшенными, а местные жители преследуют репортеров АФП, чтобы узнать о судьбе задержанных. Начиная с 2017 года китайское правительство начало отправлять уйгуров в северо-западном регионе в концлагеря из-за якобы контртеррористической политики. Организация Объединенных Наций заявила, что это может представлять собой преступление против человечности. Китай никогда не раскрывал личности большинства людей, которых он заключает в тюрьму, и называл эти объекты заключения профессионально-техническими училищами. Когда лидеры стран G20 собрались в Дели на саммит, правительство оккупированного Китаем Восточного Туркестана попросило членов группы принять меры против Китая, присутствовавшего на встрече, или быть готовыми к тому, что их заклеймят как соучастника геноцида уйгурских мусульман. Правительство Восточного Туркестана в изгнании, которое стремится к быстрым и единым действиям против Пекина, заявило, что страны G20 сталкиваются как с этическим, так и с геополитическим императивом действовать сейчас против продолжающегося геноцида Китая в регионе в оккупированном Восточном Туркестане. Ожидается, что запрет Китая на использование iPhone государственными служащими негативно скажется на всех компаниях, связанных с iPhone. Шаги Китая последовали за аналогичными запретами, введенными США в отношении китайской технологической компании Huawei и платформы социальных сетей TikTok. Компания, которая производит значительную часть своих телефонов в Китае, через компании субподрядчиков также обеспечивает 19% своей выручки на китайском рынке. Многонациональное железнодорожное и портовое соглашение, соединяющее страны региона, было объявлено на мероприятии «Глобальное инфраструктурное и инвестиционное партнерство и экономический коридор Индия, Ближний Восток, Европа», состоявшемся на полях саммита G20 в Индии. Соглашение было воспринято как попытка Китая подчеркнуть, что Соединенные Штаты по-прежнему имеют право голоса в глобальных балансах в качестве альтернативы проекту «Один пояс, один путь». Байден сказал, что проект является действительно большой сделкой, которая соединит порты на двух континентах, что приведет к более стабильному, более процветающему и интегрированному Ближнему Востоку. Соединенные Штаты продолжают свои усилия по развитию союзнических и партнерских связей со странами региона, чтобы уравновесить растущее влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент США Джо Байден сегодня посетит Вьетнам с официальным визитом после саммита G20 в Индии. В ходе визита ожидается, что отношения между двумя странами будут подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган провел двусторонние переговоры в столице Индии Нью-Дели, куда отправился на саммит лидеров G20. Эрдоган встретился с лидерами Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Южной Кореи и Германии. Эрдоган также посетил мавзолей Махатмы Ганди в рамках саммита лидеров G20.